В эфире Якутия-24. Главные события уходящего дня. В студии Алексей Соколов. Здравствуйте. Крупное ДТП в самом центре Якутска. Пострадали 2 человека. Пятно угрозы миновало. Экологи и столичные власти рапортовали об устранении последствий разлива нефтепродуктов в Якутске. В Ленском районе открывается водное сообщение до Витима и Пеледуя. В этом сезоне оплата проезда для населения сократилась вдвое. Проблемный дачный сезон. Жители Мирного до дачных угодий добираются в грязь и ждут, когда будет запущен водопровод. Страшная месть. В Нерюнгри состоялась премьера спектакля для взрослых от кукольного театра. Якутии грозит экологическая катастрофа. Такого рода информация заполнила социальные сети Якутска в конце прошлой недели. В разгар паводка федерального ЧС был объявлен ЧС городского уровня. Что произошло на самом деле и почему был допущен разлив нефтепродуктов неподалеку от водозабора, разбиралась Лана Ильина. 11 мая во время очередного рейда Росприроднадзор в районе грузового порта обнаружил разлив нефтепродуктов, тогда еще на суше. Судостроительную компанию «Якутск», которой принадлежит судно, откуда произошел разлив нефти, обязали провести очистительные работы. В то время, конечно, воды не было, все это было на сухом месте, и, угроза существовала. К сожалению, в связи с резким подъемом воды, уже числа где-то 14, 15, 16 мы сюда не могли проехать. Мы мониторили ситуацию, приезжали каждый день, проехать не смогли. Но вот после того, как вода немного спала, мы проехали и обнаружили, конечно, загрязнение уже существующее. Очистительные мероприятия, предпринятые судоходной компанией «Якутск», оказались недостаточны. 18 мая было принято решение ввести режим ЧС. Были приняты меры по ликвидации аварийного розлива нефтепродуктов. Задействована техника, судно для сбора нефтерозлива, также дополнительные боновые заграждения, и была задействована аварийно-спасательное формирование. В результате работы в режиме чрезвычайной ситуации нефтяное пятно было убрано. Вода сейчас в этом месте визуально чистая. Роспотребнадзор совместно с Росприроднадзором ежечасно ведут мониторинг с 2 мест – с акватории водозабора и со станции первого подъема. Берется анализ воды и грунта. На сегодняшний день мы не установили превышение предельно допустимых концентраций по содержанию нефтепродуктов, и фактическое содержание составляет 0,017-0,025 мг на дециметр при предельно допустимой концентрации при норме 0,1 мг на дециметр кубический. На данный момент угроза попадания в воду нефтепродуктов миновала, и здоровью граждан Якутска ничего не угрожает, заверяют власти. Однако режим ЧС не снят, так как на месте разлива нефтепродуктов нормы их содержания превышены. На территории загрязненной где-то в 30-40 раз превышает концентрацию нефтепродуктов. Сегодня мы выезжали со специалистами водозабора, проехали еще раз по территории городского канала. Более-менее ситуация хорошая, состояние воды неплохое. Опасность движения нефтяного пятна опять же зависит от сил природы. Если начнется резкий спад воды, оно начнет двигаться. Сейчас, когда вода в связи с прорывом затора на Табаге прибывает, пятно стоит. В случае, если пятно начнет все-таки двигаться и анализы покажут превышение нормы, вступит в силу запасной план, согласно которому пятно должно будет локализовано в течение 4 часов. Очистительные работы продолжаются. Лана Ильина, Павел Пахомов, Арсен Степанов, Якутск. В Якутске в ДТП пострадали 2 человека. Авария произошла несколько часов назад в самом центре столицы. Автомобили Toyota Raum и Toyota Crown столкнулись на проспекте Ленина недалеко от кинотеатра «Центральный». Как сообщили в госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств. Им оказана медицинская помощь. В причинах аварии разбирается следственная группа. Начиная с этой недели добраться до отдаленных поселков Витим и Пеледуй Ленского района можно будет по реке. С 22 мая между Ленском и Витимом начинает курсировать теплоход «Полесье». В этом году билеты подешевели в 2 раза. По распоряжению главы района их субсидировали из районного бюджета. На эти цели было выделено 10 миллионов рублей.
Первая мусоросжигающая печь японского производства начала свою работу в Якутске. Японская компания предоставила установку безвозмездно. Она предназначена для утилизации путем сжигания любых твердых бытовых отходов. Якутские власти планируют использовать ее для уничтожения медицинского мусора, так как это делается во всем мире. Подробности в материале Александра Зубехина. За год в Якутске образуется порядка 1500 тонн медицинских отходов высокой категории опасности. Установка Национального центра медицины не в состоянии справиться с таким объемом отходов. Новая японская печь способна уничтожить порядка 500 тонн медицинских отходов в год, без ущерба для окружающей среды. Отличительной особенностью печи является то, что она бездымная. Сжигается мусор в камере при температуре 800 градусов. Далее проходит дожигание газов при температуре, которая превышает 1000 градусов. Таким образом, минимизируется негативное влияние на окружающую среду. Японское чудо невероятно экономично. Топливо в печи используется лишь для розжига огня. Процесс горения поддерживается с помощью большого количества приточного воздуха, который подается электромоторами. Установка новой печи – это первый шаг к цивилизованному обращению с отходами в нашем городе. Руководство Якутска планирует дальнейшее сотрудничество с Hokkaido Corporation в части переработки мусора. В будущем разместят также установки для утилизации биологических отходов и люминесцентных ламп. Александр Зубехин, Арсен Степанов, Якутск. Детей из пострадавших от паводка населенных пунктов готовы разместить в республиканском санатории в Якутске «Сосновый Бор». Об этом в программе «Актуальное интервью» сегодня нашему телеканалу сообщила представитель Министерства образования и науки Якутии Ольга Яшина. Сейчас порядка 700 детей из населенных пунктов, подвергшихся паводку, размещены в пункты временного пребывания. Мы сейчас работаем с каждым муниципальным районом по определению точного количества детей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении. В данной ситуации мы соединяем и отдых, и оздоровление, и подготовили места в санатории «Сосновый Бор». Это лагерь один из крупнейших, он в течение всего круглого года принимает детей. И вот на базе Центра отдыха и оздоровления «Сосновый Бор» мы готовы принять детей и в первую, и во вторую, и в третью смену летнего периода. Сегодня в России отмечают День защиты от безработицы. Это не только социальная помощь в виде пособия, но и широкие возможности для трудоустройства. Центр занятости населения города Якутска, к примеру, предлагает целый спектр государственных услуг. Кроме того, граждане, которые зарегистрированы в Центре занятости в качестве безработных, претендуют на пособие по безработице. В каждом отдельном случае размер пособия назначается в установленном порядке. Ну а с начала года в республике официально трудоустроились более 2500 человек. Об этом в интервью нашему телеканалу сообщил представитель Госкомзанятости населения республики Георгий Борисов. До конца года в планах стоит довести эти показатели до 22 тысяч якутян. Трудоустройство проходит по программе реализации года содействия занятости населения, которым был объявлен текущий год в республике по указу Егора Борисова. Главное направление деятельности – это, конечно, увеличение занятости населения в сельской местности, особенно арктических и сельских районов. Особое внимание уделяется северным арктическим улусам. Отдельным таким большим направлением является профобучение безработных и незанятых граждан. И вот я, как сказал, вся работа ведется консолидированно. Проводятся все республиканские мероприятия на уровне республики по службе занятости. Но сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее. Проблемный дачный сезон. Жители Мирного до дачных угодий добираются в грязь и ждут, когда будет запущен водопровод. Вместо участка за третьего ребенка второй маткапитал. Заявление принимает до 1 июля. «Страшная месть». В Нерингле состоялась премьера спектакля для взрослых от кукольного театра. В эфире «Якутия-24», и мы продолжаем наш выпуск.
Дороги, вода с перебоями и отсутствие маршрутного автобуса. Эти проблемы волнуют мирнинских дачников много лет. Они уже переехали на свои участки, занимаются огородом, а поливать растения нечем. Приходится набирать снег. Говорят, воду дадут ближе к июлю. Связано это с устаревшим водопроводом. Дороги тоже оставляют желать лучшего. Вдобавок, по огромным лужам и грязи надо идти пешком. В городе уже десятки лет нет дачных рейсов. Проблемы все те же, у всех у нас одинаковые. Дорогу видели, вы проезжали, вы пешком здесь видели, да, как потопы какие, да. Что весной здесь проехать невозможно совершенно. Подвод здесь тоже видели, что под воротами лужа, все месиво вот это. Вода, ну с водой тоже перебои бывают. Раньше же была, по-моему, у нас каждый день вода, сейчас 2 раза в неделю. Ну так, мне хорошо, у меня ручей за калиткой, за дачей, поэтому меня спасает. Директором Нюрбинского горно-обогатительного комбината компании «Алроса» назначен Анатолий Платонов. В компании «Алроса» он работает уже более 25 лет. До последнего времени занимал должность главного инженера Айхальского ГОКа, сообщили в пресс-службе компании. 10,5 миллионов тонн руды в год. Такой объем начнет обрабатывать обогатительный комплекс в Удачном уже с 1 октября. Обогатители ударными темпами продолжают подготовку фабрики к выходу на полную проектную мощность. О том, что уже сделано и что еще предстоит закончить фабрикантам, расскажут наши коллеги. Карьер Зорница, подземный рудник Удачное, рассыпное и Верхнемунское месторождение. С этих объектов драгоценная руда будет обрабатываться на обогатительной фабрике номер 12 Удачинского ГОКа. К пиковым нагрузкам обогатители начали готовиться задолго. Большая часть оборудования, предусмотренная проектом, уже смонтирована. На участке рудоподготовки у нас смонтировано порядка 97% оборудования. И по участку обогащения у нас смонтировано все оборудование. Осталось некоторые работы. По участку доводки у нас сейчас идут монтаж металлоконструкции и нестандартное оборудование. И параллельно идет монтаж технологического оборудования. Вводится в эксплуатацию первая очередь обогатительного комплекса в цехе рудоподготовки. Продолжается демонтаж мельницы мокрого самоизмельчения. Совсем скоро ее заменит новая, более современная. Кипит работа и на участке обогащения. Уже установили высокочастотные грохота взамен ГИС-72. Они дают более высокое эффективность грохочения. Далее также на 23-й отметке у нас установлены обезшламливающие воронки, восстановлены. Да, происходит отделение мелкозернового шлама, который негативно влияет на переделы пенной флотации. В цехе доводки уже установлены высокочастотные грохоты. В ближайшее время планируется смонтировать и установить магнитные сепараторы. В целом все это нам позволит выйти на проектную мощность и давать тот результат, который будет необходим. 1 октября текущего года фабрика выйдет на полную проектную мощность и, как утверждают фабриканты, к пиковым нагрузкам готовы. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что направил главе российского государства Владимиру Путину предложения по социальному развитию Дальнего Востока. Как сказал Трутнев, эти предложения в значительной степени связаны с социальной поддержкой граждан, с повышением подъемных, с повышением платы за рождение ребенка. Но, цитата, «очевидно, все эти предложения стоят денег, их надо обсчитать». Такое поручение дано Министерству экономики. Ну и сегодня же Трутнев представил сотрудникам Министерства по развитию Дальнего Востока нового руководителя Александра Козлова, который до 18 мая занимал пост губернатора Амурской области. Отказ от земельного участка дает возможность получить мат-капитал в двойном размере. Граждане России, родившие либо усыновившие 3 и более детей, имеют право отказаться от предоставления земельного участка и вместо этого получить денежную выплату материнского капитала в двойном размере. Такие правки внесены в Земельный кодекс Якутии. Заявление принимается до 1 июля этого года.
Алданский реабилитационный центр для несовершеннолетних присоединился к республиканской акции «Ответственное родительство». В ее рамках пройдет множество игр, соревнований, викторин и тематических бесед. Центр располагается в отдаленном поселке, и уделять социальной работе достаточно внимания для педагогов проблематично. В чем сложности, узнала Татьяна Вахнина. Семейные игры и соревнования, викторины для малышей и лектории для взрослых. В ближайшие месяцы для детей и их родителей пройдет немало интересного. В рамках проекта «Ответственное родительство» сотрудники Алданского реабилитационного центра для несовершеннолетних проведут множество познавательных и культурных мероприятий. Очень много моментов, которые именно как бы привлекают родителей, совместно поднимают статус семьи и как бы восполняют какие-то пробелы именно по воспитанию детей в семье, по налаживанию отношений в семье. Ранее воспитанники центра реализовывали множество интеллектуально-творческих проектов и социальных акций, к которым присоединялись дети и подростки со всего района. В 2014 году с обрушением стены в главном здании центр был переведен в поселок Верхний Куранах. В условиях отдаленности работа с семьями затруднилась, однако педагоги выполняют ее в прежних объемах. Алданский социально-реабилитационный центр входит в систему органов профилактики правонарушений несовершеннолетних. Они являются активным членом комиссии по делам несовершеннолетних. Мероприятия, которые пройдут в рамках проекта «Ответственное родительство», нацелены прежде всего на укрепление семейных ценностей, а также на повышение юридической грамотности. И взрослые, и дети должны помнить о том, что у них есть не только права, но и обязанности. Сегодня профилактическая работа с семьями составляет основное направление в работе центра. Специалисты работают, стараются решать все вопросы, стараются, чтобы семья, которая попала по каким-то причинам на учет, то все равно пытаемся выровнять. С вынужденным переездом в отдаленный поселок деятельность центра оказалась сопряжена с множеством проблем. Все они носят временный характер. В будущем центр вновь будет переведен в Алдан. В 2015-м Министерством труда и соцразвития Якутии было приобретено здание в городе. Однако в коттедже необходим ремонт, на проведение которого пока нет денег. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В Якутии могут создать центр помощи пропавшим детям. Сегодня в республике считаются пропавшими и разыскиваются 10 детей. В Якутск приехал директор Национального центра помощи пропавшим детям Валерий Солянин, чтобы договориться об открытии территориального подразделения в нашей республике. Центр действует в Москве. Работники занимаются поиском пропавших детей, помогают в их реабилитации. Центр взаимодействует с профильными министерствами, МВД, МЧС, волонтерскими организациями. Сегодня филиалы центра работают в 36 регионах России. Территориальное подразделение должно включать медицинский, поисковый и социальный блоки. Формируется поисковый отряд. Этих людей мы забираем на учения к себе. У нас на базе Российского университета спецназа в Грозном, в Гудермесе открыт как раз обучающий центр для таких людей. Там подготавливают хороших координаторов, которые способны координировать большие толпы людей на поисках пропавших детей, людей. Соответственно, те, кто прошел обучение, уже дальше смогут как специалисты формировать отряды внутри своего региона. Четвертый год якутские общественники проводят благотворительную акцию «Коробка храбрости». Они собирают игрушки для маленьких пациентов больниц Якутии. И 1 июня, в День защиты детей, в торжественной обстановке всем известный Человек-паук и другие мультгерои вручат ящики с игрушками детям. К акции может присоединиться любой желающий. Она продлится до 31 мая. После разных болезненных, допустим, процедур, к примеру, ребенок получает награду игрушку, и как бы это тоже частично мотивирует детей идти на поправку. Ну и в общем настроение повышается. В Якутске стартовал отборочный этап WorldSkills Russia. С 21 по 27 мая в столице региона пройдут отборочные соревнования для участия в финале 6-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». Соревноваться молодые люди будут по 6 компетенциям. Участие принимают около 300 конкурсантов и экспертов из 56 регионов. Соревнования будут проходить в здании Якутского колледжа связи и энергетики. Ребята соревнуются по 6 компетенциям. Это такие компетенции IT-блока, как сетевое системное администрирование, веб-дизайн, разработка, реверсивный инжиниринг. Также есть компетенции промышленного блока, это ювелирное дело,
промышленная автоматика, геодезия. Сегодня у нас участвуют победители своих региональных чемпионатов. Вот в 85 регионах нашей страны проводятся свои чемпионаты, и победители все едут на отборочные соревнования. Победители вот уже наших соревнований отборочных, они получат возможность представить свой регион уже в финале. Сегодня в городе Хэйхэ состоялось открытие российско-китайской выставки приграничных городов и международной торгово-экономической ярмарки. Стоит отметить, что в этом году 30 лет российско-китайского международного сотрудничества. На церемонии открытия приняла участие делегация нашей республики, в составе которой вошли Вилюйский, Нюрнгринский и Мегино-Кангаласский улусы. Завтра начнется осмотр выставочных павильонов, подписание протокола о намерении сотрудничества между Вилюйским районом и городом Хэган. И завершится этот день концертной программой. Те, кто хочет лучше узнать китайский рынок провинции Хэлунцзян, города Хэйхэ, конечно, здесь могут получить информацию из первых рук. Ну и, конечно, это выставка приграничных городов, приграничных территорий. Но, разумеется, конечно, и ваша республика, хотя и вроде бы границы российско-китайской не имеет непосредственного отношения, но вы всегда очень активно участвуете. И с провинцией Хэлунцзян, я знаю, у республики налажены очень хорошие связи. И сами хэлунцзянцы выделяют именно вашу республику как наиболее активную в последнее время по развитию связей, различных связей с Китаем. Обладательница Кубка мира по масс-рестлингу Марина Федоренко открыла в Якутске персональную выставку «Кожа дерева». В экспозицию вошли декоративные картины из бересты. Также представлены живописные полотна в жанрах пейзажа и натюрморта. Специалисты в области изобразительного искусства высоко оценили работу художницы. Выставка будет работать до 25 мая в спорткомплексе «Мадун». Спортсменка с детства увлекается изобразительным искусством. Символично, что первую свою выставку Марина организовала в преддверии чемпионата России по масс-рестлингу. Спасибо моим коллегам и альма-матер моего спорта, то, что дали возможность такую здесь показать свои работы. Когда-то в журнале читала про технику маркетри. Это как мозаичная техника. Из шпона дерева делают работы. И вот вдохновилась, так как у меня не было драгоценных пород дерева, была только кора из дерева, из березы. Я вот начала из нее делать работы. Считается, что театры кукол чаще всего показывают зрителям детские спектакли. Однако репертуар Нюрнгринского театра «Актеры и куклы» включает спектакли не только для детей, но и для взрослых. Театр радует зрителей интересными и необычными представлениями на протяжении 33 лет. В эти выходные состоялась очередная премьера. Кукольный спектакль для взрослых «Страшная месть» по мотивам произведения Гоголя. Рассказывает Екатерина Павлова. Идея поставить спектакль по одному из самых известных ранних произведений Гоголя «Страшная месть» у режиссера театра Александра Иванова витала давно. Так как сама тема окутана легендарно-фантастическим ореолом, ставить спектакль, тем более кукольный, задача не из легких. Исполнитель роли главного героя Николай Пономарев такого же мнения. Мой персонаж, он колдун. Это отец Катерины. И он оказался крайним, крайним. Последним тем человеком, который, кара, месть приходит к нему. И он даже сам, не хотя, наверное, почему, наверное, да, не хотя, не осознавая этого, становится отрицательным персонажем. В произведении поднята магическая тема потусторонних явлений человеческой природы. Спектакль то высмеивает эти явления, то внедряет их в казацкий быт, фольклор и народные обычаи, то красочно создает мрачные и зловещие картины жизни, передавая свое настроение и влияя на восприятие зрителя. Произведение очень сложное, в то же время поучительное и очень удачная постановка решения режиссера. Оно современно, интересно современному молодому зрителю. И понятно спецэффекты и решение, постановка, то, что легенда кусочками, фрагментами дается и проходит через весь спектакль, она ребятам помогает понять смыслы. Ученики из поселка Серебряный Бор вместе с учительницей по русской литературе решили посмотреть постановку полюбившегося произведения из школьной программы. Было очень страшно, когда это чудовище появилось. Он был прям очень сильно похож на него. Все прям так было естественно, прям настоящее. Очень сильно понравился спектакль.
не ходила никогда, если честно, в театр. Впервые побывала, и ощущения очень хорошие. Кукольный спектакль «Страшная месть» состоялся. Артисты театра «Актеры и кукол» приглашают своих зрителей подумать над глубокими философскими вопросами теперь 26 мая. Екатерина Павлова, Тамара Игнатьева, Сергей Козюра, Нерюнгри. В Ленске прошел день оздоровительного бега и ходьбы. Несмотря на ветреную погоду, люди пришли, чтобы принять участие в километровом забеге, пропагандируя здоровый образ жизни. Первыми стартовали студенты технологического техникума. Продолжили эстафету мероприятия работники различных предприятий и учреждений города. Проводится у нас осенью, проводится в конце года. Каждый год это у нас проводится. Команда администрации, команда библиотеки, Центральное управление культуры, Ленский техникум, 5-я школа, пока заявились на старте. Подходят люди, подходят. Бодро шагающие по улице или в парке люди с палками в руках, похожими на лыжные, уже давно перестали казаться странными. Такой вид физической активности становится все популярнее. Насколько популярен этот вид спорта в Нерюнгри, расскажет Сергей Козюра. Хоть в снег, хоть в зной, утро у Сергея Павлова начинается в 5:55 с особенного ритуала. Ходить со скандинавскими палками он начал 3 года назад. Ровно столько он ходит, не пропуская ни дня. В выходные дни маршрут увеличивается до 12 километров. А что послужило толчком взяться за палки, Сергей Степанович говорит без лукавства. В первую очередь он хотел избавиться от лишнего веса. Были проблемы с сердцем, и он решил на тот момент пересмотреть свой образ жизни. Это позволило мне, во-первых, сбросить вес. Я весил где-то под 100 килограммов тогда. Похудел до 78. Ну, 78 тоже такой вес, достаточно, мне кажется, тяжеловатый, да? Поэтому сейчас держусь на уровне 82-83 килограмма. Комфортная такая весовая граница. И это все благодаря ходьбе, скажем так. Ну а проблемы со здоровьем, пульс, давление, частота сердцебиения – все стало под контролем. Любитель ходьбы делится, что город Нерюнгри с его горным рельефом – просто идеальная площадка занятием такой ходьбой. Понятно, что нагрузка при поднятии на склон повышается, тем более в рюкзаке Сергей носит 10 килограмм груза. Организм уже требует просто выйти на улицу, вдохнуть этот свежий воздух, услышать какой-то птички и вперед. Просыпается сразу весь, каждая клеточка радуется. И получаешь заряд на весь день. Скандинавская ходьба, польза которой доказана специалистами в области лечебной физкультуры, является не развлечением, а вполне серьезным видом спортивных тренировок. В Нерюнгри, как в одном из самых спортивных регионов республики, с 2007 года регулярно проводится декада оздоровительного бега и ходьбы. И все чаще можно наблюдать людей, которые ходят с палками и занимаются бегом. Вы знаете, в свое время, в 2007 году, мы впервые вышли на кросс-нацию. У нас всего было 1917 участников. А сейчас, последние года, у нас более 6 тысяч, 6,5 там. Ну, не менее того. То есть это вот уже стало таким регулярным, уже даже праздником. Ходьба с палками связана с аэробной нагрузкой. Не только укрепляет сердечно-сосудистую систему и способствует похудению, но и для всего здоровья от нее огромная польза. В этом может убедиться каждый, кто однажды начнет заниматься скандинавской ходьбой. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Нерюнгри. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами на телеканале Якутия-24. И удачи вам!